Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В аэропорту Риги рижские пограничники задержали двух граждан России с поддельными словенскими паспортами. При допросе они признались, что заплатили за эти паспорта 40 тысяч евро компании, которая пообещала им сделать гражданство Словении. Эти наивные люди сказали, что не знали, что эти паспорта являются поддельными. К сожалению, в новости не указано, как долго им удавалось путешествовать с этими паспортами. Лично я знаю одну семью, которая заплатила 10 тысяч евро за поддельные словенские паспорта. Но они, кстати, никаких паспортов не получили. Мошенники пропали вместе с их деньгами. Друзья, никогда не ведитесь на такого рода рекламные объявления. Мошенники очень часто обещают сделать словенское гражданство, восстановив для вас ваши якобы словенские корни. Словения не дает гражданства по репатриации. 32-летний словенец попал в психиатрическую больницу. Оказалось, что мужчина 20 лет неотрывно играл в компьютерные игры, отрываясь только чтобы поесть, поспать и сходить в туалет. Как объясняет сам молодой человек, до 10 лет он был нормальным ребенком, ему нравилось гулять и общаться со сверстниками. Но в 10 лет его начали пугать социальные контакты, и он начал все реже и реже выходить на улицу. В дальнейшем ему был поставлен диагноз тревожное расстройство. И он все больше и больше своего свободного времени начал проводить перед экраном компьютера. Тревогу забила его мать, когда ему было уже 25 лет. Стационарное лечение экранной зависимости стало доступным в Словении только лишь с 2023 года. Молодежь лечится в психиатрической больнице в Ракитне, а взрослые зависимые лечатся в Идрии. Обычно зависимым от 25 до 35 лет. Пациенты лечатся добровольно, но для их мотивации необходимо давление со стороны близких, так как сами они не могут осознать своей зависимости. Молодой человек пробыл в больнице 10 дней и вернулся со смешанными чувствами. И, скорее всего, возможно, у него будет рецидив. К сожалению, это очень опасная болезнь нашего времени. Мои дети тоже не исключение, они играют в компьютерные игры. Конечно, я стараюсь их в этом ограничивать, но полностью отнять у них современные гаджеты не в моих силах. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы справляетесь с гаджетоманией у своих детей или у себя, если у вас есть такая зависимость. Финляндия 8-й год подряд завоевала титул самой счастливой страны в мире. Словения вошла в двадцатку самых счастливых стран, заняв 19 место. На 20-м месте Чехия. Для сравнения, соседка Словении Хорватия заняла в этом рейтинге 72 место. Самое последнее, 147 место в рейтинге занял Афганистан. В нем живут самые несчастные люди. На днях я была очень удивлена, увидев огромные баннеры, размещенные вдоль дорог по всей Словении. На этих баннерах размещены были фотографии глав правящей партии, включая действующего премьер-министра Словении Роберта Голоба. Помимо Роберта Голоба, на этих баннерах размещены фотографии следующих политиков: спикера Национальной ассамблеи Уршки Клокочар-Зупанчич, министра культуры Асты Вречко и депутата левых сил Наташи Сукич. Но самое главное, что на этих баннерах была надпись «Они врут вам». Оказывается, эти баннеры разместила оппозиционная партия СДС во главе с Янезом Яншей. Сейчас разгорелся скандал по поводу этих баннеров, так как оппозиционная партия таким образом манипулирует общественным мнением и компрометирует действующую правящую партию. Дело, скорее всего, передадут в суд о недобросовестной конкуренции. 22 марта по всей стране прошли ежегодные субботники. Люди самоорганизовываются вместе со своими соседями и выходят убирать свои районы. Наш район не стал исключением. Мы также вышли вместе со своими соседями на уборки близлежащих улиц. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 9 до плюс 16. Небольшой дождь. Алиса, а не могла бы ты нам прогнозировать побольше хорошей погоды? Я постараюсь, но обещать не могу.
Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!